Здравствуйте, в эфире новости Татарстана, в студии Лины Зинатуллиной. Вот о чем сегодня расскажем. Огромная утрата. Эта семья, она была очень-очень благополучная семья. То есть хороший образец. То есть это отец был хорошим образцом. В больнице скончался отец, пытавшийся спасти своих детей из пожара в Елабуге. С подробностями трагедии Рамиль Шайдуллин. Вспышка кори в 18-й школе. В школе есть, да. Сказали, что есть кор. У детей, которые не привитые. Очередное массовое заражение. В Казани заболели 11 детей. В деталях разбиралась Алия Хайрудинова. Работу местных ЖЭУ проверили экологи в Альметьевске. Мы так и ждали, что пока кого-нибудь в городе не убьет, не покалечит, вот эту глыбу нам убирать не будут. На что больше всего жалуются жители и какие проблемы необходимо решать в первую очередь, выясняла Аделя Закирова. В Елабуге сегодня простились с Артуром Гатауллиным. Он ценой собственной жизни пытался спасти своих детей во время пожара в Елабуге. Страшная трагедия произошла неделю назад. 29-летний мужчина успел спасти из горящего дома 8-летнего сына. 12-летняя дочь и 3-летний малыш сгорели заживо. Сегодня не стало и самого отца. С ожогами 90% тела он 7 дней боролся за жизнь, но врачи оказались бессильны. В живых остались только мама и 2 детей. Следователи возбудили уголовное дело сразу по 2 статьям: причинения смерти по неосторожности и оказанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По предварительной версии, в доме взорвался газовый котел. Рамиль Шайдуллин разбирался в деталях. Сейчас на этом месте с трудом угадывается дом. Остались лишь фундамент да завалы, которые разбирали, чтобы вызволить оттуда оставшихся под ними детей. Теперь они смотрят на нас с появившегося на месте стихийного мемориала, которому продолжают нести игрушки и цветы. С сегодняшнего дня рядом с ними и фотография их отца. Артур Гатауллин скончался сегодня с ожогами 93% тела. Ему было всего 29 лет. В последние годы работал на кислородной станции. Был примерным семьянином, отцом 4 детей. Их он любил больше жизни. Летом прошлого года перевез семью в просторный новый дом, говорит друг Артура Фанзиль Набиуллин. И он даже с детьми забота была настолько... То есть он отдавал последнее свое. Даже как бы сказать, себе ничто не покупал, кроме как для детей. И все делали ради детей. И построил он дом ради детей, чтобы не жить в квартире, а чтобы дом был, чтобы было обширно было. Старался все для детей. Еще ведь приемный, взяли же приемного еще, как бы 3 детей, еще и приемный, как бы. В ту роковую ночь 12-летняя приемная дочь Настя вместе с папой и 2 братьями была дома. В ночь на 15 марта на пульт МЧС поступило сообщение о пожаре в елабужском коттеджном поселке Гренландия. Огнеборцы увидели полыхающий частный дом и получившего сильнейшие ожоги мужчину. Рядом сидел спасенный им ребенок. Отец снова и снова бросался в самое пекло, пытаясь спасти еще 2 детей. Но пламя уже охватило все здание и подворье. Полыхало 67 квадратных метров. Сгорела даже машина. К сожалению, на прошедшей неделе пожар в частном доме в Елабуге привел к гибели 2 детей. Артур Гатауллин от сильной боли впал в кому. Его госпитализировали в Елабужскую ЦРБ. Спасенного ребенка сначала привезли в БСМП, потом перевели в ДРКБ. Состояние ребенка стабильное, самочувствие с положительной динамикой. Он получает всю необходимую терапию. В этот же день следователи возбудили уголовное дело сразу по 2 статьям: причинение смерти по неосторожности и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По одной из версий близких семье Гатауллиных, которую они не хотят произносить на камеру, причиной пожара стал взрыв отопительного котла. Об этом в ту роковую ночь сообщили супруги Артура, которая по работе вместе с сыном находилась в другом городе. Сегодня она, не переставая, плакала на прощании с супругом. И Всевышний говорит: обрадуй уже терпеливых. Проститься с Артуром Гатауллиным в соборную мечеть города сегодня пришли родные, коллеги, друзья, знакомые и просто прохожие. Эта трагедия стала общим горем. Город пообещал безвозмездно помочь семье жильем и материально. Восстановлению не подлежит, там восстанавливать, к сожалению, нечего. Поэтому город для проживания предоставляет 3-комнатную квартиру, предоставляет также мебель, которая пока необходимо имеется: кровать, диван, необходимые вещи, стол. И
Помощь в размере 100 тысяч рублей выделяется из местного бюджета. У Артура не было врагов в последние годы, и без того светлый и открытый человек приобщился к вере. Каждую неделю посещал пятничный намаз. Его похоронили рядом с детьми, ради спасения которых он пожертвовал собственной жизнью. Рамиль Шайдулин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Елабуга. У 40 отравившихся сотрудников Nefis Cosmetics обнаружили сальмонеллез. У 17 человек диагноз подтвержден лабораторными исследованиями, у остальных анализы на проверке. Еще в минувшую пятницу они пообедали в столовой предприятия. Чуть позже им стало плохо, всех госпитализировали в республиканскую инфекционную больницу. Как сообщает прокуратура, отравление произошло из-за некачественной еды. По требованию надзорного органа возбуждено уголовное дело по статье оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Как передает управление Роспотребнадзора, столовую обслуживает индивидуальный предприниматель. Санитарные врачи обнаружили грубые нарушения требований к общепиту. Количество зараженных корью в 18-й казанской школе достигло 12. Это 11 первоклассников и учитель. Все не привиты. Сейчас Роспотребнадзор отправил на изоляцию всех контактных и невакцинированных. Это 77 учеников. В республике с начала года зафиксировано уже 135 случаев кори. Это в 40 раз больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост заболеваемости корью врачи объясняют тем, что многие родители отказываются от вакцинации. Чем это грозит? Смотрите наш следующий репортаж. Это 18-я школа Казани на Муштаре. Сегодня на учебу не пришли около 90 детей. У 12 подтвердили корь, остальные контактные и непривитые. Все болеющие госпитализированы в республиканскую инфекционную больницу. Сегодня родители только и говорят о вспышке. Многие родители считают, что прививать детей нельзя, и это их выбор. Привитые дети не болеют. Поэтому у меня нет никакой опасности, что мои дети заболеют. Мы детей спокойно водим в школу, прививаемся вовремя, самое главное, и все в порядке. На момент обнаружения очага в этой школе у 116 человек не было прививок от кори. Это 103 ученика и 13 педагогов. Сейчас все учителя и некоторые дети уже вакцинировались, а вот родители 77 учеников отказываются. По требованиям санитарных правил мы вынесли постановление заместителя главного государственного санитарного врача по Республике Татарстан об отстранении данных лиц без прививок от посещения организованного коллектива. Для остальных лиц в этой школе, там порядка 130 контактных в целом, но они имеют прививки, за ними просто установлено медицинское наблюдение на 21 день. Это самый крупный очаг в республике. В Татарстане в этом году зафиксировано 135 случаев кори. Это в 40 раз больше по сравнению с началом прошлого года. Если раньше большинство случаев были завозными, как правило, из стран СНГ, то сейчас обстановка изменилась. В основном болеют непривитые. Только 23% зараженных иностранцы, хотя вакцина в достатке. Есть иммуновакцина, есть ИД-вакцина, и в настоящее время мы еще ожидаем порядка 6 тысяч как раз на очаги вакцины, поэтому нет, вакцины достаточно, и в приоритете, конечно же, очаги. Первые признаки кори схожи с другими ОРЗ, говорят специалисты. Основные симптомы – температура, конъюнктивит и кашель. На третий день на лице и теле появляется сыпь. 75% болеющих – дети. Традиционно корь считается детской инфекцией, но болеют и взрослые, особенно те, которые не были привиты, либо которые были привиты давно, и у них утратился иммунитет. Иммунитет после вакцинации утрачивается, ослабевает, по крайней мере, через 10-15 лет. И если через 20 лет взрослый человек, которому давно была проведена вакцинация, будет в контакте с больным корью, то он с высокой степенью вероятности может заболеть. Кори опасны серьезными осложнениями, говорят врачи. Чаще всего появляются проблемы с легкими, развивается ларингит. Единственный способ защититься от кори – сделать прививку. Алия Хайрудинова, Инзиля Хусаинова, Рамзиль Гарипов, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Сразу 2 человека погибли сегодня в Елабужском районе. У села Поспелово автоледи на «Ладе» выехала на встречную полосу и столкнулась с «Шевроле». На этом участке действует дорожный знак «Обгон запрещен». Это ДТП стало роковым для нее и 16-летнего пассажира. Они скончались на месте аварии. Еще 2 пассажира отечественной машины получили травмы. Водитель «Шевроле» госпитализирован в БСМП Набережных Челнов с тяжелыми травмами. Известно, что погибшей 37 лет. Права она получила 6 лет назад. За последние 2 года 37 раз привлекалась за нарушение ПДД, чаще всего за превышение скорости.
Снегопад в республике продолжается. Сегодня в самом центре Казани на машину сошел снег с кровли Национального музея республики. Автомобиль получил серьезные повреждения. Помята крыша, разбито лобовое стекло и деформирована дверь. Кроме этого, глыба снега сломала фонарь уличного освещения. Как говорят очевидцы, территорию огородили только после происшествия. Напомним, нацмузей находится аккуратно напротив здания мэрии. Центр города. Кремль. С кровли сошел снег, сломал фонарь, вот лента оградительная, и раздавил машину. Альметьевские управляющие компании предоставляли в мэрию лжеотчеты об очистках крыш домов. Подвох обнаружили после ЧП на улице Аминова. Здесь накануне глыба льда покалечила ребенка и мужчину. Сегодня глава района потребовал объехать все дворы и заново проверить крыши. На этот раз с привлечением жилищной инспекции и экологов. Уже понятно, будут и протоколы. Антирейтинг возглавила управляющая компания ЖЭУ-3. У них больше всего неочищенных крыш и жалоб населения. Аделя Закирова проинспектировала многоэтажки. Мы так и ждали, что пока кого-нибудь в городе не убьет, не покалечит, вот эту глыбу нам убирать не будут. Полина Токарева живет в 20-м доме на улице Радищева. Это центр города и дом с наибольшим количеством жалоб в адрес управляющей компании в народном контроле. Это-то еще 65 многоэтажек прикреплены к УК ЖЭУ-3. В последний раз коммунальщиков здесь видели в конце февраля. Мы заходим в подъезд вот здесь. Вы посмотрите на козырек, посмотрите на эту глыбу. Она упала буквально на днях. То есть все это время, всю эту зиму мы ходим, видим вот эту глыбу. У меня есть фотографии, когда она появилась, то есть это в начале зимы. Никто ничего не сшибает, никто ничего не убирает, никто ничем не занимается в нашем ЖЭУ. Доказательства искать не пришлось. Снежные шапки на крышах и ледяные глыбы на козырьках. Как говорят жители, в УК все обращения игнорируют. Я столько заявок давала, чтобы почистили крышу. Бесполезно. На днях я еле успела зайти с коляской в подъезд, и упала глыба. Сейчас только общалась с мастером. Вот. Он сказал, я возьму на карандаш. Хотя я уже давным-давно давала заявку по очистке крыши. Вот здесь аккуратней, пожалуйста, потому что здесь глыбы льда на козырьке лежат. Они могут свалиться в любой момент. На эту УК жалуются и жители 4-го дома на Гагарина. Ходить около подъездов небезопасно. По словам местных жителей, коммунальщики ЖЭУ-3 приезжали сбивать снег с крыши вот этого дома буквально полчаса назад. Но что мы здесь видим? Хоть ледяные обломки и валяются на земле, козырек подъезда до сих пор не очищен, и вот здесь обломки и карнизы. Самый любопытный лидер антирейтинга — сосед исполкома района. Знает об этом и администрация, о том, что кровля находится в плачевном состоянии, рвет козырьки водостока, рвет трубы. В таком состоянии наш дом находится. Это, конечно, стадия разрушения. ЖЭУ все равно. Администрации, которая находится в 100 метрах от нашего дома, видимо, тоже все равно. Мы не знаем, что делать. В администрации района сегодня признали некомпетентность УК ЖЭУ-3. За недобросовестную очистку им неоднократно выписывали предостережения. Огромное количество жалоб к нам поступает постоянно. Если отнести это количество к объему жилого фонда, они, безусловно, антилидер. Кроме того, если мы поднимаем рейтинг народного контроля, вот те месяца, по которым рейтинговые замеры качества их работы были осуществлены, к сожалению, тоже они, показатель у них ниже 3. Оценка ниже 3 из 5 однозначно говорит о том, что есть большие вопросы к качеству. Но почему даже после многочисленных предупреждений УК не чистит крыши? Вот как они прокомментировали ситуацию. В УК ЖЭУ-3 на обслуживании находится большая часть домов со скатными крышами города. Обслуживание таких домов ввиду привлечения спецтехники высокозатратно. В то же время дома малоэтажные и малобюджетные. Они пришли на обслуживание УК ЖЭУ-3 после обанкротившихся УК города. Большинство с серьезным недоремонтом и требующие больших затрат на приведение в порядок. После нашего визита к дому на Радищева подъехали экологи, рассказали, по этому адресу выезжают ежедневно. 5 марта приглашали руководителя ЖЭУ-3 в департамент. На сегодняшний день на сотрудников управляющей компании ЖЭУ-3 составлен протокол об административном правонарушении, в частности, несвоевременной очистки кровли здания. Объезд территории производится ежедневно с целью выявления скопления снежной массы и льда на кровле жилых домов для своевременного реагирования и недопущения нарушений. Как видим, протоколы и предостережения здесь не работают, и ситуация, как с домом на Аминова, может повториться в любой момент. В связи с участившимися инцидентами сейчас проверка всех УК усилится. Решение проблемы взяли на контроль Госжилинспекция и прокуратура. Аделя Закирова, Ира Хабибуллин, ТНВ Альметьевск.
Очистка крыш – тема номер один по всей республике. Температурные качели приводят к тому, что на кровле образуется наледь, которая с потеплением срывается вниз. В короткие сроки убрать снег с крыш. Такое поручение коммунальщикам и руководителям социальных учреждений дал мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев. В Автограде более 300 учреждений в сфере образования, культуры и спорта, много объектов торговли. Все они без напоминаний должны убирать снег. Мэр потребовал принимать жесткие меры к тем, кто халатно относится к требованиям безопасности. Самым жестким образом. Все меры примите. Если сразу не можем убрать, нужно опасное место огородить. Ничего сложного нет. 10 штырей забил, красной киперной лентой, значит, оградил, поставил плакат «Осторожно, просьба не ходить». В течение суток 2 убрать нужно. На сегодня в республике закрыты 2 ледовые переправы в Мамадышском и Верхнеуслонском районах. Толщина льда уже не выдерживает нагрузку. Наступает один из самых опасных сезонов, и правила безопасности выходят на первый план. В ближайшие дни в Татарстане реки и озера будут ежедневно патрулировать спасатели. Сегодня они провели блог-тур в центре ГИМС, где блогерам показали техническое оснащение. Теперь тысячи их подписчиков будут знать, насколько опасен весенний лед и как вести себя в случае ЧП. Подробнее Искандер Гималдинов. Зимой это у нас буры. Вот такого плана. Это центр ГИМС у Кировской дамбы. Здесь блогерам показали снаряжение спасателей, которое помогает им в работе. По словам Регины Хусаиновой, теперь они расскажут своим подписчикам, как опасен весенний лед. Через блогеров можно донести в массы, что в такое время, в межсезонье, очень опасно выходить на лед, и многие люди это в целом просто недооценивают, вот эту всю опасность. Сегодня спасатели дали мастер-класс, как самостоятельно выбраться из полыньи. Эти правила многим могут спасти жизнь. То есть было интересно посмотреть, как выбираться из полыньи. Вот наглядно нам показали. Интересная информация о том, что вот надо кататься по снегу, потому что я, вот, честно говоря, не знал, что снег впитывает влагу, что вот можно так себя хотя бы чуть-чуть разгрузить. Затем блогеры пересели в судно на воздушной подушке. Они увидели, как проходит патрулирование водоемов. Теперь оно ведется ежедневно. Фарида Сабирзянова признается, многие правила услышала впервые. Нам никто ничего не рассказывал, в школе просто говорили о технике безопасности, поэтому, увидев это воочию, я буду рассказывать и мамам, и подписчикам своим, то, что вот есть такая вот возможность провалиться под лед, это очень опасно, лучше так не делать. Некоторые реки уже начали открываться. Спасатели призывают не терять бдительность. Сегодня, вот именно сегодняшний день на водных объектах структура льда меняется ежедневно под воздействием солнечных лучей, талой воды. Оно меняет свою структуру, становится рыхлой, не выдерживает любой нагрузки. Поэтому нам было очень важно также поучаствовать в этом и пригласить блогеров сегодня к нам. Уже за чашкой горячего чая блогеры задали дополнительные вопросы о технике безопасности на льду, чтобы детально рассказать о ней своим подписчикам. Искандер Гималдинов, Адель Миндубаев, ТНВ, Казань. За активное участие в выборах президента России татарстанцев поблагодарил Фарид Мухаммедшин. Итоги голосования сегодня подвели на заседании Президиума Генерального совета «Единой России». У нас хорошие показатели и по явке, и в поддержку нашего кандидата Владимира Путина, отметил Фарид Мухаммедшин. Напомним, в выборах приняли участие почти 2,5 миллиона татарстанцев. Более 88% из них проголосовали за Владимира Путина. Всем большое спасибо. Я думаю, Татарстан не подвел, сказал секретарь татарстанского отделения партии. Понятно, что кто-то заботится о том, чтобы... За минувший год Иннополис совершил мощный рывок в своем развитии. Об этом сегодня рассказало руководство IT-града на брифинге в Доме правительства. Введен в эксплуатацию технопарк «Иннопарк» с объемом инвестиций более миллиарда рублей. В университете города построили 3 здания общежитий для 1000 студентов. За год компании Иннополиса пополнили бюджет республики почти на 2 миллиарда рублей. Город Иннополис активно развивается и население, и налоговая база, и технологические проекты. Важно отметить, что университет Иннополис является федеральной площадкой по подготовке кадров и реализации кадровых проектов в сфере цифровой экономики.
В Татарстане продолжается голосование за благоустройство общественных пространств и дворов. Акция идет по всей стране. Победители получат федеральное финансирование. Всего в республике 274 пространства, которым нужно обновление. Больше всего в Казани, Набережных Челнах, Альметьевске и Нижнекамске. Кроме парков и скверов, татарстанцы смогут выбрать и топ-200 дворов, которые благоустроят в приоритетном порядке. Проголосовать могут все жители республики, достигшие 14 лет. Как выбрать свое общественное пространство и какие новые объекты вошли в список в этом году, расскажет Алия Хайрудинова. Обязательно надо. Я за то, что вот именно пусть администрации городов, как говорится, наши, чтобы порядок навели, светильники красивые были, дорожки асфальтные были, чтобы люди не мучились, ходили по каким-то тропиночкам, зелени побольше, деревьев побольше, кустарников. Конечно, это же хорошо же, будут и старики, и дети гулять на свежий воздух, прочее. Поменьше будут сидеть, может, за компьютерами. Много мамочек с детьми гуляют, дети, подростки тоже тут гуляют. Всем было бы приятно смотреть уже на чистое озеро, а не вот это вот болото. И это уже не мечты, а свершившаяся реальность. В этом году Большое Чайковое озеро благоустроит. И это решение приняли сами жители. В 2023-м водоем стал одним из 3 общественных пространств победителей всероссийского голосования. По проекту здесь появится зона отдыха, смотровая площадка, кофейня. Здесь высадят ивы, кустарники, растения. Также в Казани завершат благоустройство сквера на Серова. В Набережных Челнах самого большого парка Прибрежный. Что примечательно, это голосование проходит у нас не первый раз. Оно традиционно, как и многие проекты, как и многие инструменты развития территории, родилось в Татарстане и было транслировано на всю Россию. В этом году на голосование выдвинуто 274 пространства во всех 45 районах республики. Самое большое количество объектов в Казани – 24, в Нижнекамске и Альметьевске по 7, в Набережных Челнах – 6. В случае поддержки жителей их отремонтируют в 2025 году. Ни один национальный проект, ни одна программа, которая финансируется федеральным центром, не продолжается в том случае, если нет результатов, нет эффектов конкретно для жителей. И когда они влияют на то, какое общественное пространство будет благоустроено в следующий год, это, конечно, тот самый результат, к которому стремится и федеральный центр, заботясь о жителях, и наша республика, руководство нашей республики. Наряду с общественными пространствами путем голосования жители определят топ-200 дворов. Их благоустроят в приоритетном порядке. Программа «Наш двор» работает в республике с 2020-го. За это время обновили 4339 придомовых территорий на 34 миллиарда рублей. Изначально программа анонсировалась на 5 лет. А сегодня мы четко понимаем о том, что программа будет продолжаться. Мы понимаем о том, что изначально от общего количества дворов, которые у нас попали в инвентаризацию, мы охватить за 5 лет всю задачу не можем. В этом году у нас объем финансирования увеличен до 10 миллиардов рублей. Это в первую очередь связано с волатильностью на рынке, с увеличением стоимости основных строительных материалов. Есть и критерии включения того или иного двора в программу. Первый – это дом, построенный до 2014 года включительно. Второй – это во дворе дома не выполнялся ремонт, благоустройства или какие-то программы с 2014 года. Третий, самый важный критерий – это инвентаризация БТИ, которая выполнялась в 2019 году по всем дворам в республике, по которой оценивалось качество асфальтового покрытия. Если качество асфальтового покрытия было признано хорошим, такие дворы не попадают в программу «Наш двор». Проголосовать за общественное пространство или двор может каждый житель республики, достигший 14 лет. До 30 апреля это можно сделать на сайте городсреда.tatar.ru или на татарстанском портале госуслуг. Наш город-район за время, когда эта программа реализовывалась, почти 1 миллиард рублей было инвестировано в те или иные территории. Конечно, преобразился город, преобразились наши населенные пункты. Всего за 8 лет работы федерального проекта формирования комфортной городской среды по нацпроекту «Жилье и городская среда» в Татарстане благоустроили 398 общественных пространств. Это почти 24 миллиарда рублей. Алия Хайрудинова, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Это были новости Татарстана. Еще больше информации в нашей группе ВКонтакте и Телеграм-канале. Сейчас прогноз погоды с Амирханом Калимуллиным. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Здравствуйте, в студии Амирхан Калимуллин.
В Татарстане в предстоящие сутки характер погоды существенно не изменится. Республика остается под влиянием антициклона. Подробнее через минуту. Банк Аверс оказывает весь спектр банковских услуг для частных лиц и корпоративных клиентов. Для бизнеса банк предлагает услуги по расчетно-кассовому обслуживанию, кредитованию, банковские гарантии и продукты с возможностью эффективно размещать свободные денежные средства. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Кукмаре, Арске и Зеленодольске будет солнечно, снега не прогнозируют. Температура днем от 2 до 4 градусов тепла, ночью от 7 до 13 градусов мороза. В Кайбицах, Апастово и Камском устье будет переменная облачность, осадков не ожидается. Температура днем 0+3, ночью -6-8. В Чистополе, Новошишминске и Мамадыше будет светить солнце, без осадков. Температура днем 2-5 тепла, ночью 8-12 мороза. В Нижнекамске, Менделеевске и Сарманово ясно, снега не обещают. Днем здесь довольно тепло, от 3 до 6 градусов со знаком плюс. Ночью 10-14 со знаком минус. В Альметьевске, Азнакаево и Бавлах температура днем примерно такая же, от 4 до 6 тепла, ночью от 9 до 14 мороза. Здесь тоже ясно и осадки маловероятны. В туристических городах республики будет светить весеннее солнце. В Свияжске температура днем +2 градуса. Будет ясно и без осадков. Температура ночью 8 градусов мороза. В Болгарах днем +1, ночью -8. Здесь переменная облачность и снега не прогнозируют. В Елабуге солнечно, без осадков. Температура днем +3 градуса тепла, ночью 12 градусов мороза. Санчи благотворно влияет на работу всего организма, дает энергию, улучшает кровообращение, укрепляет иммунитет, нормализует сон, способствует устранению головных болей и хронической усталости. Полезные свойства санчи проверены веками. Недаром его называют сокровищем китайской медицины. Хорошая новость. Только 20 марта в аптеках Фармленд на санчи 20% скидка. Телефон для справок 8 927 236 71 75. Сайт sanchi.rf. В Казани светит солнце, осадков не обещают. Температура днем +3, ночью -6 градусов. Атмосферное давление выше нормы, 763 мм ртутного столба. Ветер восточный, слабый, влажность 49%. Магнитное поле Земли спокойное. Это все о погоде. Берегите себя, хорошего вам настроения.